Сегодня мы представляем вам в рамках нашего YouTube-канала новый проект под названием «Якутский фастфуд». Сегодня мы в гостях в лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов Якутского НИИ сельского хозяйства. Рядом со мной научные сотрудники данной лаборатории Валентина Тихоновна и Татьяна Васильевна. Мы сегодня вам покажем и расскажем некоторые наши заготовки, которые являются по сути мозговым штурмом по данной теме «Якутский фастфуд». Наша лаборатория переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов занимается созданием новых видов продукции из сельскохозяйственной продукции, также разработкой нормативной документации и также проведением биохимических анализов сотрудников института. Татьяна Васильевна, а что конкретно сегодня мы покажем нашим зрителям? Мы сегодня приготовим саха-бургер из местных продуктов питания. За основу мы взяли мясные блюда, фарш мясной из говядины, местные овощи, помидоры, огурцы, листья салата, лук, свежий укроп, листья полыни, полевой лук, перец, соль, специи по вкусу. Я вот хочу отметить, и перебиваю вас, да, мы взяли несколько ингредиентов чисто якутских субпродуктов. Это полевой лук, да, и полынь, да? Ага, листья полыни. Мы же должны чего-то добиться. А чего мы добиваемся? Добавляя местные специи, мы добиваемся узнаваемости продукта. Это у нас листья полыни обыкновенной и зеленый лук полевой. Чтобы человек, который вкусил этот фастфуд в любом месте, понимал бы, что это чисто якутская продукция. Мы еще сегодня приготовим оладьи из жеребятины и оладьи с мясным фаршем. Отлично. Ну давайте приступаем. Ну вот, уважаемые зрители, мы закончили готовку впервые в истории якутских саха-бургеров, а также и других интересных изделий для якутского фастфуда. Попрошу вот Татьяну Васильевну прокомментировать, что же мы приготовили.
Мы приготовили якутский бургер, саха-бургер. Для ингредиентов взяли фарш говяжий, якутские лепешки на твороге, листья салатов, помидоры, лук репчатый и полевой лук. Еще соус. Еще приготовили оладьи с мясным фаршем. Для оладьев взяли мясной фарш из говядины и обмакнули в густое тесто и пожарили. Получились наггетсы. Еще приготовили оладьи с мясом. Для этого приготовили тесто для оладьев. И туда, как припек, положили кусочек жеребятины. Очень интересно. Очень интересно и очень вкусно. Сейчас будем мы пробовать. Ну, я хотел бы еще представить. Рядом со мной еще сидит сотрудник лаборатории Владимир Дмитриевич. Вот. В будущем он нам приготовит. И вот, если у нас будет получаться, здесь нужна большая технологическая подготовка. Владимир Дмитриевич, может, у нас получит вот эту тонкую пленку из сугубо якутского, натурального, природного продукта полевого лука. Мы хотим сделать что-то похожее на вот эту корейскую, японскую пленку под названием нори, да? Оладьи с припеком, с мясом жеребятины. Вполне очень вкусно. Угу. И должно быть сытно. Потому как мясо... Для наших холодных условий, когда 9 месяцев зима, это самое то. Готовится очень быстро, да? Готовится как обычные оладьи, но они внутри содержат мясо. Это как свой полноценный фастфуд выйдет. Вот такие красивые оладьи получились с жеребятиной. Сейчас мы это попробуем. Сейчас попробуем оладьи с тестом. Такие сочные получились, как американские наггетсы. Очень вкусные. Обязательно попробуйте. Так, пробую оладьи. Бургеры тоже очень вкусные. Очень хорошо. Очень вкусно. Что? Лепешку надо потоньше. Вкуснятина. Неудобно. Вот соус хорошо еще получился. А лепешка подходит? Подходит Толстенький, ага. Толстенький, да? Он очень хорошо получился. Это не рихлоской был он сюда. Это методом А сыр вообще вкусный, да? Ученый-секретарь Марфа Скрябина и заведующий лабораторией разведения и оленеводства Валерий Федоров. Они независимые эксперты. Пожалуйста. Саха, бургер и... наггетсы. Да? Ханавари жоқ. Бұл саха бургер бұд бұл, да? Сәр? Онта наггетсы бұд ханавари? Онта бұд жоқ сағы, я? Саха лепеска, да. Творожная лепешка. Одноглавная пашта, котлетка. Это каждый зеленый лук речной. Соль, перец. Булочката еще и баай лепешката. Самнаса ыстырга удобной. Онта мен эти туғын, әті намтанын үшігедік біліп, әті намтаны шөй бай әлбәқі біз наға баратам туық мучной амтаны бұл баққары именнам әт амтаны шөйдік білдер. Онна бұл бардан там бұл эти как раз эти әппет лукут, да? Лук бар дейін шөй бай туық, ол лук әме амтанын ажыққа наға тұпсарар.
бо туох ари амтан ата вакытын амтан берер аха кыжыгете готовый вот эти туохтар кенереттагы амтаны сеп онун несана бар бу үшөй бай боксук маннык болбагана Чөй, она арыта хоғар. во Жарина ямтан келбе. Онтығыта чөй. жарина ямтан калбе кыжык аха ато антак наха элбек Почти хорор дылы бахар. Оны элбек бая туохтах болар кетчуп онна эти туохаты майонез поготы болар манна оннуга хуок болгон амтана бу манна туохале оннук атун туохтах негеден амтаны нахачы онда мен табила битим ден тумбо амтаны чүбе маннага тухан сирге кехи ментен сирге сирге амтаны меннеге чүбе Фастфуду, наоборот, были здоровой. оннук аха фастфуд үшүгей здоровый өттүтен туага булочката творожный етиги паттади творожный им болон танкиха чей болгади тентинник бу туох именно бу туох аттунен этака гамбургеры этака аха гамбургеры этака Лепешка очень понравилась из творога. Она мягкая, хорошо откусывается. Вкус мяса очень приятный. И один плюс это не жирный. Бувана беппагая амтана именно бәлерон арбук болганна потом покупной соус индену наханды күчей батак болгади дигнах Бұл уже тот жаннар ағылырыл тоқтарыны ачык бұдәуді олар. Сақайғақ бұдәуді. антан бу туох аважи туохтагы наха чугы Это не фарш, а мясо, да. Порублен. хеннигестик окпуттарым это бурду кабажины кихи тахани багар шех курду кабита мен просто дана тугу аважины баги бо баратын это бурду эттах эсе эгер убаха эттах буаса эте капчуна разный тут гиду Это было как бы установ перестана морозить. тен хапа то есть тени кратык туктаннага же Мен фарш кына. Кутан, фарш кутан, не кутан. они татайы болар бабу мен негес аны аважыны этинник тохтиллери наполнителях Наггетс тас көрүңө хайдагара хачта хох. наполнителяга наха чугебит аны мен жоммар инне жихиппин кергенмер наполнителях аважытаны оңоро хали наполнителин буланы эт оңоро кахап фарш оңоро кахап онна сыр эме оңоро кахап булду сыр уа хабар була бабук оңоро кахап эбита. Сегодня мы пробуем наше последнее, скажем так, блюдо. Это некий такой якутский десерт. Мы его сделали из якутской жеребятины, печени. Ну, подача у нас вот такая своеобразная. Вы сейчас ее подробно увидите. И мы вот пригласили 6 дегустаторов. Ну, некоторыми вы уже знакомы, а некоторые вот представляют другие отделы Янис. Пожалуйста.
Это мясной продукт, называется танцык, из мяса жеребятины, печени и хаса. Мы сюда добавили полевой лук и специи по вкусу. Это стопроцентный натуральный продукт из местного сырья. Мясо жеребятина богато микро-макроэлементами и богато аминокислотным составом. Попробуйте наш местный мясной продукт танцык. Очень вкусный танцык, охлаждает, но, по-моему, немножко не хватает каса. Жира, да? Жира. Жир не должен превышать 50%. Упаковано в оберточную бумагу, очень удобно. Мясной продукт танцык очень вкусный. И еще мне понравилось то, что она обернута на пищевой бумаге. И удобно с ней, руки не мораются, да? И удобно кушать. Мне все понравилось. И приправы там есть, полевой лук, и специи, соль, перец. Все соответствует. Что обратил на себя внимание, очень оригинальная упаковка, руки не морают, приятно кушать, закусывать. И этот танцык, особенно в наше теплое время, очень, оказывается, хорошо утоляет и жажду, и это. Мясо хорошее, чувствуется печень, лук, соль и жир. Ребятины очень вкусная, экологически чистая. Якутский фастфуд не дешевый продукт, а продукты очень дорогие. Например, мясо жеребятины килограмм стоит 1500 рублей, а мясо конины тоже 1200 рублей, печень тоже 1500 рублей. Ну, они натуральные чистые продукты, поэтому очень дорогие. Здравствуйте еще раз, уважаемые зрители. Вот мы подводим итоги нашей сегодняшней темы якутский фастфуд. Ну, как вы поняли, у многих, наверное, возникли всякие разные сомнения. Вообще, применимо ли для якутской кухни такое название фастфуд? И как мы вот поняли, общаясь со своими коллегами, многие воспринимают это понятие фастфуд как что-то нехорошее, нездоровое, то, что отрицательно сказывается на нашем здоровье. И вот это хорошо на самом деле. Люди понимают, что фастфуд по большей части вредная продукция. Однако наша задача сводилась к тому, что культура развивается, массовая культура заполонила все, и мы видим, что на многих разных мероприятиях, начиная с кинотеатра, заканчивая нашими национальными праздниками, мы питаемся вовсе и не своей национальной едой, а, например, питаемся тем же самым фастфудом среднеазиатским, употребляя чебуреки или плов и так далее. А ничего, ну, есть своя национальная кухня, но пока к ней вот это название фастфуд не закрепил. Мы хотим, чтобы приписали к нему новые характеристики, новые качества. Это как натуральность, органическая продукция, полезная для здоровья. Ну и, соответственно, для нашего климата она тоже была бы благоприятна. Ну, сами знаете, большую часть года у нас довольно холодно. Поэтому мы должны, компенсируя затраты на согрев, употреблять соответствующую еду. Вот мне кажется, что у якутов была уже своя, скажем так, де-факто еда, которой можно приписать название фастфуд. Это та же лепешка с маслом. Это когда люди брали с собой, видимо. Лепешка с маслом и с полевым луком. Да. И вот просто до сих пор в деревнях
и в городе у нас это практикуют, на хлеб хороший намазывать сметану, посыпать полевым луком и так питаться. Многие очень любят это блюдо. Вот. Так что де-факто якутский фастфуд, и можно много чего перечислять, он существует, но ему надо придать еще определенную форму. Это могут, начиная с инфраструктуры ресторанной, заканчивая оборудованием, которое должно его быстро и эффективно готовить. Ну, главное, еда должна быть качественной. Качественной. Наши продукты питания экологически чистые, и молодежь должна понимать это. Главное, здоровье человека зависит от питания. Я вот хотел добавить, мы сейчас когда обсуждали, вдруг стало понятно, многие блюда национальной кухни попали на мировой рынок, собственно, на языке национальном. Даже слово пицца итальянское, чизбургер, гамбургер, это тоже английское, да, слово, или японское слово суши, да, суси. Поэтому, думая об этом, может быть, должно появиться блюдо очень популярное на нашем национальном языке, которое станет названием нарицательным, и его подхватят. Ну, что-то подобное произошло с таким новым видом спорта, нашим национальным видом спорта, как масс-рестлинг. Ну, от якутского слова, да? Здесь тоже что-то может быть подобное должно произойти. Да. Ага.